Привет, братва. Ну что, вот и первый, ребята, выезд. Такой, так скажем, полноценный уже поздней осенью по наливу. В этом году затянул прям. 10 октября, ребят. Осталось 2 недели до заморозков. Жидкой воды, так скажем. И вот хочу плотно подвигаться. Прохожу бары, ребята. Кто смотрел разведочку, дорогу эту пробивал после ураганов. Ну, там немножко попилился. Спасибо ребятам, кто мост сделал. Мосточек прям хорош. По доскам нормально, а вот в конце там жерди вот так вода поднялась. Ну нормально вроде проскочил, ребята. Да, запоздал в этом году, но были свои причины, ребят. То экспедиции, то просто тупо не было воды. Сейчас неделю как дожди валят, тоже не поедешь, но сидеть в палатке, мокнуть как-то не в кайф. А сегодня прям прогальчик такой, минус, ночью будет сегодня -1, днем сейчас 2 градуса. Шикарно. Шикарно, ребят. Ну, еду туда, на лайтовое место. Сегодня прям решил, хотелось именно пробиться на мотоцикле. А разведку не зря делал, соответственно, как-то так. Остановился прям в центре бора, ребята. А может какой-то гриб стоит, не знаю. Грибы, скорее всего, уже отошли. У меня разведка была 6 числа. Боровиков я еще пособирал. Но здесь место такое, не особо такое, так скажем, где боровики растут, в основном красноголовики. Ну, думаю, ладно, есть время, ребята. Иду пораньше, так как светового дня осталось совсем немного, ребята, час времени. Вот у меня, грубо говоря, добраться, поставить лагерь, дров заготовить, снасти закинуть, 5 часов есть. И так думаю, может, найду какой-нибудь грибочек. Здесь место такое интересное. Вот сосенки. Здесь белые, в принципе, попадаются. На жареху себе на вечер. В кайф, ребята. Это кайф. Раз, два, три. Смотрите. 3 белых, ребят. Ну, неспроста здесь остановился, потому что бары здесь я знаю прям. Короче, грибы еще, ребят, растут. И снег идет. Нормально. Ладно, мне 2 штучки на жареху вечером. Картошка есть, пожарим. А чё бы нет, да? Тут, кажется, еще, ребят, стоит. Раз. Ну вот этот прям классный. 2. 3. И сейчас еще 4. По 4-му хана. 4-му хана. Такой какой-то мягкий, ребят. Хоть и чистый, но смотрите. Слишком он уже. А вот этот прям просто, ребята, песня. Класс, чистые. 2 штучки. Вот мне на жареху больше-то и не надо. Чистейший. Боровички. Там, думаю, где всегда собираю, останавливаться не буду. Я что буду? Специально, что ли, залазить? В прошлый раз они на тропинке росли. Ну вот, в принципе, нормально. 2 штучки вполне. Свежие боровики в октябре. Так, ладно, что? Едем дальше, ребят. А вот и красноголовочек стоит, смотрите, ребята. Который, как многие мне писали в красной книге. Что, возьмем для вкуса? Красноголовик и белые разные вкусы у гриба. Опа. Во какой. Ребята. Пойдет. Ну, красноголовик 100% чистый. Ну, в принципе, все. Солянка сборная. С картофаном будет самый то. А вот еще один там, ребят, красноголовик стоит. Только оранжевый. О, какой, ребятки, смотрите. А он мотоцикл. Я вот так раз к сосенкам сходил. Ну все. Теперь точно, ребят, норма.
Два беленьких, два красноголовика разные. Смотрите, ребят, прям на тропинке стоят. Красавцы какие. Ну, мне хватит. Мне хватит. В общем, продвигаюсь, ребята. По тихой грусти. Потихоньку, помаленьку. Пропер тут, ребят, сквозь ветки. Что-то вроде зацепился где-то. Нормально вроде, все живое. Вот я на мотоцикле здесь. Кто понял, ребята, это то место, куда мы приезжали на пикник. Вот мне ножик мой, который я нашел. Повесил сюда. Вот здесь хочу покайфовать. Место крутое. Раньше здесь очень было классно. Я много здесь рыбачил раньше. Глубина здесь была. Потом какой-то вот этот балкон беспонтовый вырос. И что-то вообще как-то обмелело. Я вот с оттуда все доночками вот так обставлялся. Поздней осенью я здесь хорошо ловил. И налим хороший. Душка здесь была налим. Стерлядь я здесь ловил. Как-то с Санычем здесь продольник ставили. Щук много наловили на продольник, на миногу. Ну, есть воспоминания. Хорошее место. Красивое, главное. Рядом бор. Вот как раз сезон грибов. Я раньше все пешком заходил оттуда. И после рыбалки еще грибов собирал. Сейчас, кстати, и проезжал, ребята. Грибов немерено, прям на тропе белые стоят. Один единственный минус, ребят. Здесь такой палисадник. Видите, а бор получается там. Все, что здесь попадало когда-то, что-то где-то. Здесь я забрал очень много дров. И, ну, видите, мелкий березняк уже без листва стоит, без листвы стоит. И вот такие трухлявые. Сырую же пилить не будешь. Соответственно, придется надо съездить в лес с пилой и привезти дровишки сюда на печку, на костер. Здесь костровище старое. Палатку обычно вот здесь ставил. В общем, место класс, ребят. Че, разгружаемся тогда? Да потихоньку начнем дровами заниматься. Лагерь надо поставить, вдруг дождь будет или снег. Сразу занесу все, а потом уже хоть ураган, похрен. Но.
Да, все быстро, очень быстро все происходит. Ну, в таких регионах север, Сибирь, она махом. Также и с весной. Вот полгода зима, грубо говоря, там ждешь, потом бац, за неделю просто снег весь на. Ну, вот так бывает. Знаете, не постепенно так. Где-то а тут вроде бац, на, резко вот так. Не знаю, попробуй, ребят. Воды, конечно, нету до сих пор. Ну, дождики каждый день кропалят. Может подымется водичка, еще может наверх сгоняем. Но есть у меня 3-4 точки, которые надо проверить 100%. А здесь так, я просто думал, что подъема не будет воды, на лодке никак особо. Думаю, вот на мотике первая точка, почему бы нет, попробовать все равно надо. На какой-то супер улов я не рассчитывал, ребят. Те года я здесь, помню, был, здесь полторашку брал и что-то там 3 небольших. 2 раза я в прошлом году здесь был. Точно вспоминаю сейчас. Не знаю, посмотрим. Если что, ребят, не обращайте внимания, ветка прилетела. И, блин, заживает, а что-то пьешь, кушаешь, и она вроде начинает засыхать. Бац, опять лопает и кровь, блин, текет. Так что не надо там писать, там, махался с кем-то. Махаться будешь, слушай, там, все нормально, ребят. Просто на мотоцикле летел и веткой прилетела. Чайку пьем и погнали. Сейчас все это быстро. Это уже 2-й час, ребят. У нас осталось 3 часа с копейками. На все про все. Там такая пойма идет. И рядом сушин очень много. Ага, вот смотрите, ребят, что творится. Белые грибы. Я сейчас когда проезжал, там море их стоит. Не знаю, завтра на обратном пути, если настроение будет, то соберем. Что нет-то? Потому что уже заморозки, это все, это край. Морозы сейчас стухнут и все, грибы замерзнут. Много чего попадало, да я вот хочу рядом. Тонковато. Хочу рядом с тропинкой, чтобы с дорожкой, так скажем, чтобы не искать. Вот падали, пилили дорогу, прочищали. Вот сейчас свалилось. Ну, сейчас найду что-нибудь. Какую-нибудь такую по суше. Потому что дожди херачили все сырые. Вот если, допустим, вот это, видите, она сухая. Так-то бы, ну она после дождя сейчас вся влажная. Надо, чтобы такая более-менее была.
Как-то так, ребята. Да, сейчас хорошо, конечно, вот техника есть. Помогает. Зимой также на льду стоишь, на мотособаке заехал. Ну, зимой вообще прям в упор заезжаешь. Какую надо. Хорошая дрова. Люблю качественные дрова. Потому что даже бывает и сухая, но она, допустим, внутри гнилая. Она и как-то быстро горит. Вот такие дела, ребят. Одному, да, много маневров надо делать. Но одному и как-то своя классика, ребят. Один в лесу — это своеобразная тема. Ладно, таскаем. Ну, поколоть. А там смотрю, ребята, блин, все затянуло. Смотрите, там какой дождь херачит. И как раз сюда ветер, блин, зараза. Придется палатку ставить. Сейчас сразу бомбану. Ну, чтоб уже все сухое там лежало. У меня, правда, гермомешки, но все равно, допустим, сумка, холодильник промокнет. Что-то или снег будет, или дождь. Дровишек вон, ребят, порядком. Нормально. Мотоцикл работает. Да, снег, ребят, валит. Ладно, быстро палатку нафиг, чтоб стояла уже.
Так, братва, ну что, в принципе, дела сделал. Циклон прошел. Ну там он опять идет. Походу таки будет. Так как будто бы и обещалось. Ну что, дрова, ребят, вообще огонь. Сухие. Гореть будут прям великолепно. Ну, вот одной ходкой, в принципе, здесь и на костерок, и на печку. На печку я сколько раз уже показывал. Ну, в принципе, вот таких 2 чербачков достаточно на ночь. Ночью еще не такие холодные, правда, сегодня -1 будет, заморозок. Ну, все же, если правильно экономить, топить, то все нормально. У меня небольшие проблемы. Установил палатку, вот этот рычаг, который откручивается после того, когда поставил, или, допустим, наоборот, вкручивается, чтобы ее разобрать. Он, ребята, у меня не откручивается, его закусило, я начал откручивать, и у меня вот этот болт открутился, чуть весь механизм не высыпался. Я все стяжки обратно убрал, спустил, кое-как наживил, но от руки я откручиваю, он у меня опять, короче, крутится. Что-то, видать, закис, вода, не вода все-таки, и что-то случилось. Ну, сейчас я без ключей здесь особо ничего тут не придумаю. В общем, придется с этим рычагом ночевать. Ну вот. Видите, ребята, он будет мешать, конечно. Ну, ходить я здесь не буду. Мне вот нырк туда, столик там поставлю. Сегодня без раскладушки, опять же, ребят, на коврике. Дождевик постелю, так как земля сырая. И потом пенку кину, и нормально. Сегодня, ребята, закидушки, опять же, и доночки. И вот эти закидушки буду кидать с этого балкона, так как с донками не очень удобно. Большой подъем, обрывчик такой. Обычно-то вода как раз в край стоит. А здесь, видите, как неудобно. И на донку, если какая-то рыба попадется, я просто физически не смогу поднять. А тут как удильничком можно будет. А там по обрывчику поставим доночки. Не знаю, штук с десяток бросим. Здесь особо-то не раскидаешься. Вот такие дела. И еще один момент. Сейчас хотел зарядить батарейки на камеру. И у меня вход, ребята, зарядника, и обламывается. В общем, провалился туда вовнутрь зарядник. Короче, у меня 2 батарейки. Будем экономить. Как-то так. А так шикарно, ребята. Поздняя такая уже осень. Класс. Чайку пьем и начнем что-то мутить по поводу доночек. Я, в принципе, все перебрал. Перед выездами стараюсь, ребята, перебирать. У меня новые поводочки. Груза новые поставил, вот такие. Валялись у меня скользячие. Червячка. И потихоньку начнем, так как осенью он может уже и с вечера попасться вообще в легкую. Вот такие, ребят, пока дела. Мотоцикл отогнал, потому что здесь будет костер, печка. Ну, не дай бог, какая-то искра. Все-таки техника. Бензин не бензин, ну, как бы понятно, что не текет бензин там ручьем. Ну, в общем, стороночку поставил. Все нормально. По поводу, кстати, по сучкам, тот раз мне спрашивали: Андрюха, ездишь по сучкам? Ребят, смотрите, здесь какой грунтозацеп. Здесь очень мощная резина. Видите, боковые есть. Защита как бы нормальная. Сучки здесь вообще не помеха. Ну вот здесь, да, здесь машинные колеса. Здесь вот можно сучком пропороть. Ну, опять же, зимняя резина, она такая грубоватая чуть. Ну и стараюсь как бы все равно, если еду, где-то притормаживаю, где-то смотрю, объезжаю. Такие дела. Потихонечку сейчас, ребята,
соберем удильнички. В общем, я тут прошел по берегу. Обычно сюда хожу. Изначально делаю такую типа как разведку. Смотрю, как удобнее. У меня получается здесь будет как? Там немножко доночек. Ну, я имею в виду с мотовилки, которая. Здесь пару с балкона будет вот такие удильники. Там пару тоже вот таких. И еще там позволяет вода, ребят, еще закинуть 2-3 донки. Вот как-то так. Здесь у меня, ребят, смотрите, как бусина. Поводок сантиметров 40. И вот такие груза 120-ки. Что-то валялись. Думаю, поставлю вот так, попробую. Да, на налима, в принципе, разницы нет, ребята. Так, без разницы. В общем, как-то так, ребята. Сейчас начнем. 5 штучек. Походил по берегу, ребят, рогатульки здесь уже были нарублены. Рубить не пришлось. Вот на доночке только сделать. И все. Красота. Так, ну что. Начнем потихоньку, ребята. Ельца на удочку ловят. Тоже бы скататься. Такие селедочки попадаются хорошие. Я знаю одно место интересное. Правда, на моторе надо идти. Там в прошлом году на донке ельцы клювали так мощно. Такой приямок там интересный. Блин, ну вниз надо порядком идти. На машине бы туда съездить можно было бы, конечно. С кем-нибудь на невасике. Так. Ну что. Тут присутствует галечник, ребятки. Ну и с песком, понятное дело. Совмещается вместе. Метра 3. Где-то так. Ну давай-ка попробуем. Он катится. Метра 3. Здесь можно поменьше. Дубинчик я имею в виду. Рядом с лагерем. Прям напротив. Идем дальше. У меня тут дендробена немножко даже оставалось. С прошлых рыбалок. Да, 10 октября, ребята. Блин, я только начинаю телодвижение. Ну ничего не поделать. Бывший фидер перерос в донку. Здесь кидать далеко не надо. Ну где-то вот метра 3 пока. В таких местах колокольчик упадет, бубенчик, и все, прощай. Камни. Прям почувствовал, что камни. Рублю тут веточки, ребята, здесь, смотрите, брусничка еще.
Вот какая красота. В тайге, говорит, каждая соринка — это витаминка. Прелесть. Кислая. Ну что, продолжаю. Вот здесь немножко места, видите, ребят. Там еще посмотрю, потому что сейчас вспоминаю, вот с прошлым годом я там тоже пробирался по броднях, даже вода, потому что побольше была, по краю шел там, и особо там не вдохновило, потому что зацеплялся, там какие-то коряги. Здесь вроде более-менее чисто. Ладно, прием. Та-ра-ра-ра-ра. Можно, в принципе, из кочки. Кто-то тут рыбачил, приезжал на удочку. Костровище вон там наверху. Прикольное место такое, даже можно спрятать что-нибудь. Но я оттуда не буду. Вот отсюда с кочки начнем. С качамбры. И погнали наших городских поближе к деревне. Настроение класс. Люблю такое настроение. Так, здесь два поводка уже, ребятки. Ну, наверное, знаете. Раз, и сейчас отмотаю. Метров 17, наверное. Ну что, погнали. Первое. Есть контакт. Ну вот как-то так сейчас по-разному попробую. Тут так, там так. Здесь немножко подкручивает. Глубина небольшая, ребята. Ну что, друзья, все. Немножко покажу лагерь свой. Палатка у меня, ребят, это самая первая палатка моя с печки, которая Алтай первая, двухслойная. Повидала, конечно, она у меня. Там технику прибрал. Ну, здесь дровишки, уже все готово к ночи. Сейчас получается 12 часов, ребят. В темноте придется просидеть. Ну как просидеть? С кайфом просижу. Вон там. Ну, почему дров очень много надо? Если костер топишь, то порядком. На печку я вам уже сказал, что не особо нужно. Красота. Лист, ребят, уже опал. Сейчас самая охота на боровую. Все видно хорошо. Ничего не шелестит. Ну и вот такие виды, ребята. Вот у меня здесь крайняя закидушка. И там пошли доночки. Там они поперли у меня. В этом месте очень много раз был. И зимой был. Кстати, здесь есть избушка, ребят. Сейчас попробую. Вот видите. Даже видео называлось. Там очень много мышей было. Я спал, они прям по мне ползали. Зимой заезжал пару раз. Тут стоял. Особо не понравилось мне. Зимой как... Ну вот осенью, говорю, здесь бывает. Поклевывает. А так виды, ребят, конечно, сумасшедшие. Еще много листвы на ивнике. Вот он еще стоит. А березки уже так. Местами-то уже все. Нету листьев. Опять снежочек закропалил. И вот там у меня, получается, тоже, ребята, стоят закидухи. Бывало, что вот именно вот с этих балкончиков-то на лиме клювал. А дальше я не пошел, ребят. 2-3 донки ставить. Оборвемся. Только геморрой себе создам. Здесь у меня уже
червячки стоят. Доночки, ну, какие-то запасные, запасочка лежит, чтобы уже ночью, если что, обязательно, ребят, крышку закрывайте. Сегодня ночью придется даже в палатку занести червей, потому что могут замерзнуть. Пропадут черви. И крышку обязательно, ребят. Я как-то проигрывал, что черви у меня просто выползли от холода. Все, сейчас костерочек запалю. Красота. Топорик, кстати, спрашиваю, ребят. Топорик победит. Средний. Топор колун. Ну, для моих условий вообще мне нравится. Ссылки нету, супруга подарила. Ну и так штилька. 180-й. Хорошая пила. И по работе, я имею в виду, во дворе где-то. И в походы. Но я вот хочу сейчас, если будет возможность. Знаете, сейчас китайские маленькие пилы есть. Вот без этой ручки получается. Они такие обрезанные. Ну и штиль. Шинка поменьше. Чтобы в кофр ее положить на снегоходе. И уже класс. Там где-то дятел лупит. Красота, ребята. Запалил костерочек, ребятки. С костерком веселее, однозначно. Такие дрова, они потрескивать будут хорошо и даже в печке будут щелкать классно. Люблю костры вообще палить. И вот к дровам вот с детства, ребята, у меня, знаете, такое вот понимание. Раньше-то пацанами ходили. Ну что, мы там с топориком каким-то пойдем там. Бывало там где-то на песках встаем. А что, дров пособираем каких-нибудь сырых, которые валяются. Что-то распаем, он еле тлеет, знаете, такой. Толком не горит. А вот сейчас как бы все есть для этого. Можно пожечь, конечно. Ну все, класс. Блин, по погоде не проиграл, потому что 2 прогноза смотрел. Один дождь показывает. Прям капитальный. А второй как будто нет дождя. Как так, думаю, блин. И поехал, думаю, ладно. Тут в лесу, как бы все равно, даже если дождь, не особо так мокрит. Палатку поставлю, думаю, все равно что-нибудь. Дождевики, донки выставлю, да и ладно. Нормально. И ветерок стих. Хорошо стало на реке. Ну, сейчас выключать свет будут, ребятки. Я имею в виду, потемнеет. Рыбалка длинная получается. 6 часов летом на фидер только выезжаешь. А здесь уже все темень. И вот у меня 6, грубо говоря, до 11 самый такой интенсивная рыбалка. Плюс-минус. Потом спокойно можно в палатку заваливаться, отдыхать. Ну, все равно слышно в палатке даже.
Даже если повадки, все равно слышно колокольчики. Нормально, че. Посмотрим. Дай бог. Услышим звоночек. Отдыхаем. Такие дела. Поставил водичку, ребята. Что-то, знаете, мне захотелось горячего супчика типа, да? Бульончика. А я продуктов с собой не брал. Хлеб. Кусочек мяса у меня. Картошка. Вот есть грибы. Так что с голода не помрем. Но у меня такие штучки, ребят, валяются в рюкзаке. Каша, кофе вот. И вот такие супы. Куриный суп с лапшой. Ну, горячая кружка, в общем, ребят. Сейчас забодяжу, попью. Как бы и попил, и поел одновременно. Прикольная вещь, кстати. От Васильевича подсел. И сейчас со мной всегда они в походе. С утра что-то там или замерз. Классно выручает. Так что я сейчас забодяжу себе одну кружечку и похлебаю. Такие дела. А потом вечером уже картошку пожарю. С грибами, с мяском. Вот так будет. Вот и перекусили, ребята. Хорошо прям стало. Правда, сейчас чурбан пополам что-то рубанул, как клинанул во шею. О, вниз не больно, а вот поднимаешь, блин, больно. Что-то к осени вещевец разболелся, блин. Продуло, видать, где-то. Ибупрофен выпил. Благо с собой таблетки всякие вожу. А чё, всякое может быть. То зуб заболит. Не у тебя, так у кого-то. У меня аптечка-то хорошая. Все есть. И бинты. Не знаю, сейчас, может, подпустит. Блин, так не дело. Я даже донку не смогу закинуть, блин. Блин, вот это стрельнуло. Офигеть, блин. Я теперь понимаю, как у многих, знаете, там наклонился, хоп, спину и разогнуться не может. Вот то же самое, походу, блин. Не знаю, сейчас ибупрофен, если не поможет, еще какую-нибудь бомбану.
Бляха. Такие дела, ребятки. Да, он даже и согрелся, супчика выпил, бац. Хорошо, с хлебушком. Вообще класс. Мелочь, быстренько все делается. Ну, то же самое, как бич-пакет, грубо говоря, ребят, только на кружку. Ну-ка, давай-ка, шейка, восстанавливайся. Нахрен надо. Не смогу ничего делать, блин. Вот и свет выключает, ребят. Все, сейчас темно будет. Вот первое шевеление, ребята. Ну, какая-то мелочушка. Поддергивает даже еле-еле. Ну, звоночек слышал я наверху. Какая-то мелочушка. Тряханула. Ну а так пока вот сколько прошло времени, ничего я не слышал. Обычно, знаете, мелочь там звенит. Водичка, значит, уже по-настоящему остыла. Сейчас можно пробовать. Червей не объедает особо. И хорошо. Ерши, ребят, вышли. Если вышел ерш, значит вышел налим. Еле-еле в душотеле потряхивает. Ершара, блин. Ну, пойдем-ка, что, перетряхнем. Правда, шея пока не дает. Аккуратненько как-то тряханем. Вот темнеет уже. Время всего лишь 5 часов. Пойду-ка я пройдусь, ребята. И будем уже ждать колокольчик. О. Видите, ребята, черви на месте. Вот теперь можно заниматься налимом на червя. А так не давало же вообще. Сейчас поднабавлю свеженьких где-то. И уже ждем. Если зазвенел, значит налим. Как-то так. И расход червя меньше. Классно. Вот это я люблю. Еще один, ребята. Да какие здоровые, блин. Многие говорят: Андрюха, в лечку не кидай. Икру жрут. Блин, ну и так же и налим питается же им, по идее. Пускай живут. Ерши. Давай. Лопнула же уже.
Ну что, брат, первая проверочка. Ну как проверка? По идее только закидываться надо. Ёрш повыходил. Местами где-то есть, немножко пожевано. А так, в принципе, нормально. 17:42. Полная темень, ребята. Класс. Мне все нравится. Грязи минимум. Червей сейчас не ест. Мелочь. Вода потому что остыла. Все только зависит от налима. Если он будет здесь, ребята, ползать по камушкам с этим. Там камушки. Почему знаю? Потому что часто здесь рыбачил и раздевался, и нырял. Все. Только от него зависит. А так у меня кайфы, ребят. Костерочек. Конденсат уже небольшой вышел. Надо будет, конечно, пораньше затопить. Так как сырая земля. Чтобы подсушила. Палаточки. Классно было. Ну все, а че, обалдеем. Ждем, ребят, Никодима. Где-то подбивончик был, ребят. Еле-еле слышный такой. Ну или опять мелочь какой-то, ёрш. Пока налим молчит. Тишина. Но время-то еще раннее, конечно. Обычно часов 9 самый такой выход. Ну, это у нас. Какой-то поддерг был. Может, какой-то лист зацепился. Или ветка, бывает такое. Но вот так бывало моменты, ребят, что вот яма. И в яму кидаешь, и прям, ну, он там стоит, живет, и как бы он хватал сразу. Здесь понятно, что здесь он проходной. Локация такая своеобразная. Вот почему и раскидываешь разные дистанции. Потому что где проползет. Ну и понятно, не такое количество, как раньше было. -0 ребята, где-то. +1 может. Дрова, ребят, как порох. Ну так пополам колю, потому что мельчить, если так, то они вообще будут сгорать. Вот так 2 бахнул, потом 2 так. Большой костер не делаю. Ну, дрова летят. Сухарь такой хороший попался. Чайку попьем. Тишина, ребят, пока тишина. Пока молчит. Но я в 9 начну движуху наводить. Прям с 9 плотно. Если клюнет килограммовый, нормально, его слышно хорошо. Сейчас чай попью, да. Пройдусь, чисто так перезакину. 9. Ой, 9, 19, говорю, 11. А, у меня тут красота. Уютно так, по-свойскому. Место такое прикольное. В бару прикольно сидеть. 8 час, ребятки. Пойду прокину. Может, ёршики где-то подсели. Кстати, перед уездом на рыбалку час обедал. Сидел, Костю смотрел, как они на донке там таскали налимчиков, китикеты. С Костяном, кстати, на связи. Там, да, ребята, налимок и грязи.
А у нас его просто не стало, скорее всего. Раньше мелкие-то звенели постоянно. Блин, шея как робот хожу, блин, ё-моё. Многие тоже пишут, сравнивают. Да посмотри, как ловить надо. Посмотри, как ловят, ребят. Не сравнивайте. Хай с пальцем, как говорится. Регион региону рознь. Вот буквально месяц назад мы были в экспедиции на севере. И видели, какая рыбалка. Какая рыба, в каком количестве. Хотя это одна и та же республика Коми, ребят. Только 1000 километров севернее. Вот и все. Здесь уже так, как по традиции я уезжаю, ну, повезет, не повезет. Так что я от этого, конечно, не страдаю, там, не превозмогаю. Я все равно свой кайф получаю. Какой-никакой. Ну, перестала ребейка у нас. Уже вот замечено уже как, наверное, 4-й сезон. Все хуже и хуже. Здесь нормально. Здесь даже червячок на месте. Я раньше тоже возле деревни, прям возле моста ловил, ребят. Вот так шутя. Не надо было сидеть ночами. Просто забрасывал перед сумерками. А на утро ходил, проверял. И дуплеты были, и двушки были. А сейчас вот так вот как-то. Так что сравнивать, ребят, это не надо. Это надо понимать просто. Вот и все. Так что, мне кажется, я ответил на многие вопросы. Многим, наверное, скорее всего, диваном, как раз экспертом таким, который на диванчике-то всегда и клюет, и тепло. Тихо-тихо, баночка, аккуратно. Чего, подождем? Что дело маленькое. Поклевка, ребят. Только крайнюю перепроверил. Колокольчик. Колокольчик, ребят. Вот он. Вот он. Ну что, первый. Ага. Взял, наверное, уже. Так, есть, ребята. Вроде даже неплохой. Только перезакинул. Что непонятно, гуляет так. Да. Есть, ребятки. Опа. Хе-хе-хе. Как там Костян говорит, жареных? Хе-хе. Стоять, брат. Стоять. Куда ты залез мне в цепочку, блин? Он сходу хапнул. Отдай крючок. Опа. Ну что, Никодимчик? Куда залез? Грамм 500, ребят. Ну, у нас такой пока налим. Ну, первый. Класс. А я только оттуда, ребят. Еще и не вернулся даже к костру. С балкона вот этого хапнул. А я все там жду его. Ну, заберем что? На пожаре-то возьмем. Правильно? Правильно. Что мы приехали-то? Рыбки красивые, песчаные. Ну вот, ползают, ищут. Ну, не в количестве, видите, ребята.
Ладно, заберем. Ну вот, ребятки. Сразу настроение поднялось. И шея перестала болеть. Не, болит еще. 19:48. Ну, проходной такой. Бахнул. Пойдет. Таких 3 штучки и нормально, хорошая жареха. Рыба без костей. Съедается полностью. Я, правда, голову не ем. Батя, царство небесное, вот голову даже ел. Ладно, что, ждем. Только начинается все. Такие дела, ребята. Колокольчик. Колокольчик. Девять вечера. Был звоночек сейчас. Что-то дрова там пытаюсь расколоть со своей шеи, блин. Слышу, как будто звон был. Вот именно колокольчика. Кстати, так тоже прикольно, когда разные, допустим, с той стороны бубенчики, с этой стороны колокольчики. Уже более понятно, в какую сторону надо ориентироваться. Кстати, писали мне по поводу бубенчиков, которые, знаете, ребят, при поклевке они мигают. Ну, слушайте, я пробовал. Что-то одна рыбалка. И у меня потом что-то батарейки там то ли закислились, то ли что. И половину там перестали работать. Короче, такое себе. В сухую погоду, может быть, да, но когда осенью рыбачишь, та же изморозь, тот же дождь, снег, не выдерживает такая херня. На одну рыбалку, грубо говоря. Мальки стоят, плотва какая-то. Но мелочь к берегу подходит. За ней же налим. Ну, один какой-то проходной был. И все. Ждем. 9 вечера. В 11 будет мороз. По прогнозу. Сейчас перекину тогда все эти доночки. Чтобы понятие было какое-то. Вот сейчас поклевка, ребятки. На бубенчик. Какая только. Непонятно. Кто ты, воин, где ты? Тряхануло хорошо. Непонятно, правда. Какая, ребята. Я постоим, посмотрим. Ну, что-то вот из этих двух, наверное. Какая-то. Все, тишина. Никто не трахтит, не дергает. Ну, 3 раза так. Кто-то все равно цапал. Проверю вот эту. Походу есть, ребята. Ага. Опа. Засранец, блин. Змеюка мелкая. О, заглотил, блин. И не тревожит, главное, стоит. Обычно что-то подкачивает. Стоять, шнурок, блин. Ну, видите, ребят, как заглатывает сразу по жабрам. Хорошо заглотил, блин. Засранец мелкий. Вот такой змееныш. Не знаю.
Жабры, наверное, повредил. Придется забрать. Мелких жалко, конечно, таких, блин, налимчиков. Ну, что-то вот как-то так. Поклевка, ребята. Хорошая поклевка была. Хорошо звякнул. Найти бы сейчас. И кто? Вот это вроде, ребят, опять она вроде качает. Там что у нас? Тихо. Хорошо боданул, блин. Не знаю. Вот тряханет так. Да. Она, ребят. Она, будем брать. Опа. Сход. Вот тебе и раз, блин. Поспешил. Вырвал изо рта. А нет. Подлец, ребята. Вот дела, блин, а. А показалось так, но сгрузил, он сдернул. Это даже густера, ребят, красные плавнички. Вот дела, блин. Подлещики-то еще поклевывают. Ну, такая лаврушка. Заберу-ка там. В принципе, на котлеты такие уже можно собирать. Я, блин, думал, налимчик. Хрен там.
Так, братцы, ну что, забазировался потихоньку в палатку. Ну, подготовил дровишки. Мне вот этого, в принципе, на ночь, ребята, хватит вполне. Ну, так покрупнее наколол, чтобы одну засунул, там две на шайку и все. Расстелил ложе. Земля сыровата. Постелил этот дождевик. Кстати, дождевик мощный такой, хороший. Ну, как обычно, пенку. Подушка. Спальничек. Ну, столик поставил. Занес двух красавцев, ребята. Буду жарить на печке. Вот. И у меня вот есть мясо немножко. Филешка. И что-то даже без картошки, ребята, я сделаю такую зажарочку, знаете. Картошка, в принципе, есть. Майонез. Специи. И будет вот так бомба. Вот печка тоже говорит, так точно. Все, погнали. Наших городских поближе к деревне, да? У нас же как у налимятников, ребята, обед только в полночь. Ну вот как раз приготовлю и будет 12. Грибочечки, грибочечки. Ребята, беленькие. Кстати, этот филюшка мяса даже не разморозилась до сих пор. Представляете, ребята? О, чистоган вообще. Стоять, не падай. Так себе сделаю. Каждой соринке витаминка, не забывайте, ребята. Там у меня еще 2 красноголовика, но я думаю, мне многовато будет. Сковородочка небольшая. Свежий гриб, ребята. Ну что ты все падаешь у меня. И кто-то поел, кстати. Не доел, я доем. Шляпка. Вот это я понимаю, натурпродукт. Кстати, ребята, в грибах очень много белка. И вот этот белый боровики, это единственный гриб, который олени едят. Больше других грибов они не признают. Вот дикие олени есть. Вот они едят белые грибы. За здрасте. Ну, тут даже вон одного гриба, ребят, вполне достаточно мне. Чистенький. Красота. Да, налимчик не звенит. Еще бы парочку поймать. Таких даже небольших. И хорошая будет жареха завтра. Не знаю, завтра посмотрим, может и грибы, ребят, еще подсоберу. Блин, я не знаю, ребят, что. Хватит, наверное, нам даже этого. Я думаю, да. Я особо не ем так прям, знаете. Много и не надо. Курочка. Ой, замороженная еще. Вот что значит осень-то.
Краюшку открываем и погнали жарить. Ну что, братцы, все, ужин у меня готов. Вот такие грибочки с мяском. Ну, ужарились, понятное дело. Да я сильно-то неохота. Мне этого достаточно будет. Попробую. На первый взгляд, ребят, даже непонятно, да, где мясо, где грибы. Вот это грибочки. Хрустит прям то, что нужно. Я туда добавил соли и сушеного чеснока, еще какой-то приправы там для мяса. Короче, в палатке здесь сижу, ребята, блин, не могу голову уже держать, отвечаю. Ну, 12 часов, сейчас еще раз выпью таблетки. Сейчас пока жарилось, выходил, так прослушал, тишина. Ну, сейчас покушаю и пойду пройдусь, перезакину. Специально так зажарил, хорошо. Бомба. А потом, не знаю, буду сидеть, насколько хватит меня. Насколько меня хватит. Как-то надо голову положить, немножко полежать. Вот не могу, отвечаю, ребята. Болит шея, блин. Вот это да, и вот щелкнуло меня-то, а. Что я вроде более-менее вот присел. И прям больно. Картошки по-любому не надо. Класс. Ну я нормально потомил. Время-то, ребят, 33 минуты уже. Первого. 6 часов у нас рассветает. Как-то так. Давайте, братцы, всем приятного. Потом посмотрим донышки. Ну и как и сказал, короче, буду лежать, как-то голову положу. Потому что я уже не вывожу, блин. Пентангин, блин. Еще одну забабахаю, может полегче станет. Вот так, ребята. На все случаи жизни есть. Всяко бывает. Опа. Стоять. Поел. Просто. Не ужин, а сказка. Ладно, дай бог поможет, блин. Как-то надо, блин, разместиться здесь. Ваше здоровье. Поклевка, ребята. Какой-то подзинкивает. Пойду-ка я смотреть. О, хорошо звенит, ребята. Кто-то звенит.
Что ты у нас? Вот и песочки, ребята. Песочки сработали. Так, это кочка. Вот она. Вот это, ребята. Все-таки бахнул. Все-таки здесь бахнул. Ну что, давай будем брать. Качает. Раз. Есть. Ну, все то же самое, ребят. Все то же самое по той же схеме. Да ладно, лещара, ребята, блин. Ё-моё, тихо, 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 брат. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ночью лещ вышел. Блин, хороший, ребятки. Стоять, 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 стоять. Стоять, не уйдешь. Смотрите, за губеньку. Блин, больше килограмма. Кабанчик. Лещи ходят ночью. Пойдет. Класс. Ну, с лещами аккуратно на донке. Крючки крупные. Я, блин, не знаю, когда он сел. Я что-то покушал. Думаю, пойду-ка я посмотрю. И только вылез с палатки, слышу под звон. Ну, добрый. Ладно, я ее в пакет отнесу сразу, чтоб не прыгал у меня. Здоровый кабанчик. Угу. Как-то так. А налима нету, блин. Класс. На верхний, ребят, попался поводок. Больше килограмма, наверное. Кило 200. Кило 300, где-то так будет. Ночью, блин, хапанул на донку. Ну, я частенько на донку ловил, когда налима рыбачишь. Частенько лещи попадаются. Сейчас добавим-ка мы. Вот хорошо, мелочь не ест. И черви как бы у нас на крючках остаются. И вероятность хоть что-то зацепить, так скажем. Так, ладно. Неплохо. Мы лещику рады. Такого закоптить можно. Как-то так. Ребята, доброе утро. Еще не особо рассвело. 5:30, ребята. Ну и в общем, я особо и не спал. Спать вообще, короче, ребят, не получилось, потому что за шею, блин, ну вообще. В общем, стоишь еще более-менее, сидишь, уже тянет, а лежать вообще неудобно. Получается, там маленькая подушка у меня. И, короче, хреновая ночь. Ну, бомбануло. Что-то защемило меня. Выпил в очередной раз обезболивающее. И омепразол сразу выпил, потому что для желудка. У меня поклевка, ребят. Прям буйная. Я сейчас садился, типа доночком посмотрел. Вроде более-менее, а вот там одну снесло хорошо. Рыбка сидит, пойдемте посмотрим. Я уснул-то, не знаю, в 3, наверное, ребят, в 3 часу после леща. В принципе, звоночков как будто бы и не слышал.
Там что-то поддергивает. А вот получается, к этим подошел, смотрю, это прям вообще у берега, ребят, смотрите. Ну это явно, когда рыба садится, вот утром идешь, когда там поспал немножко или еще что-то. А здесь прям он качает, долбит. Скорее всего, налимчик. Кстати, вчера на нее налимчика тоже попался. Ну и та стянута тоже. Ладно, будем доставать, не мучать. Бедолага сидит. Какие-то ветки хрустят, блин. Ну что, налим Никодим? Как думаете, ребята? Опа. Что-то есть. Волна пошла. Видите, здесь балкон такой. Но. Опа, иди сюда. Никодимище, ребята. Да сколько ты клюнул? Тихо, тихо, тихо. Смотрите, я сидел-то плохо, ребят, за губу. О, так бы ушел. Ну, такой грамм 500, такой же, как тот первый. Ну, огонь. Что я могу сказать? Огонь, ребята. Никодимчик. Ну, не крупный, понятное дело. Ну, в коллекцию тогда уже заберем. Как раз у нас жарево будет отличное. Это такой более темный. Разогреваю вчерашние грибочки. Точнее, сегодняшние уже. Ну да. Опять лопнула губа с утра. Костерок поставил, ребят. У меня термос закончился. Сейчас водичку скипячу, кофе попью. Немножко проснемся. То такое состояние, знаете, вот, когда вот так не спал всю ночь и, знаете, там часики морну, как бы, и дальше. Для меня это не работает. Ну, правило дальнобойщиков я знаю, там вырубает 15 минут, тормозни, поспи, и как бы можешь дальше двигаться. Как бы есть такая сила. В армии, кстати, я применял такую тему. Но вот, допустим, вот так по рыбалкам, если даже не получается, лучше не спать. Как-то перекумарить целый день. Потому что я потом вареный хожу, не знаю почему. В общем, на печке пока догорает, открыл юшку. У меня дров, ребят, смотрите, еще сколько осталось. Соответственно, вот еще раз, два, три, четыре, пять чурбанов. Вот этот, всю кору вот эту сгребу, в костер сожгу, чтобы полянка чистая была. Не знаю, пригодятся кому-то эти дрова, нет. Я сюда, наверное, больше не приеду. Не наверное, а точно. У меня еще 4 точки, надо их проверить. В общем, как-то так. Рыбейка лежит. Ну, леща попозже взвешу, ребят. Больше килограмма явно. Красота. Утки летают. Ночью гусь слышно. Гогол шел, прям косяк хороший. А они обычно в такое время, вот когда морозики, вот снежок, частенько их замечаю на пляжах, ребята. Вот, допустим, пляжи такие, и они вот прям садятся ночью туда. Прям 1000 раз были, когда с донками сидишь, они прям к нам садятся, короче, рядом и в упор прям. Интересно, конечно. Ну все. Природа, ребят, готовится к зиме. И все, кто к ней причастен.
Так, братва, ну что, потихоньку, монотонно, ну, собрался. Без большого помогло, более-менее, хоть расшевелился. Донышки смотал, небольшой снежок кропали. Кстати, сегодня будет вечером хороший обильный снег. Будет красиво. За мной порядок. По лагерю тоже, ребят, четенько все. Остались дровишки. 5 чурбанов, это в принципе, если с палаткой, то можно даже не заморачиваться, будет дрова. Костерок догорает, сейчас залью. Даже здесь кора, которая пооблетала, сжег. Ну, люблю, чтобы за мной всегда чисто было. Понятно, что это бытовой мусор, но как бы ни было. Все, колесницу, ребят, готовлю к бою. Впереди еще по дорожке там грибов посмотрю, так как это последний, 100%. Ну и лов, ребята, блин, безмен приказал долго жить, точнее батарейки от него. Соответственно, никак не замерить. Ну, в районе 1,5, мне кажется, не знаю. Сейчас поближе покажу. В принципе, сегодня не густо, но и не пусто. Хорошая жареха. 3 налемяхи, 2 подлеца, 1 хороший. Да, рассчитывал, конечно, килограмм плюс. Ну, нету. Ну, точку разведал, посмотрел. Как бы поночевал, костер попалил. Тоже здорово. Погода, главное, ребят, дала. И самое главное, осенью уже прям молишься на эту погоду. Такие дела. В общем, ребятки, нормально. Вот наш бонус, так скажем. Не скажем, а бонус и есть, ребят. Вот такой лещичка. Ну, 1,5 есть здесь, да, в нем стабильно. Хороший лещ. Поздней осенью. Ну, на лемяшке, ребят, сами видели. Так что жареный налим. Соскучились уже тоже по налиму. Так что сегодня жареха будет вот такая. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Все, техника прогрета, ребятки. Полетели. Ну как полетели. Покарабкались. По тайге-то сильно не погоняешь. Что, грибочков соберем. Ну давай, с Богом. О, какая нога. Офигеть, блин. Это грибище, блин. Блин, чистые. Неужели черви ушли? Просто абсолютно чистый. Блин, тут одна нога только будет. Целая жареха. Класс. Потихоньку выезжаю, ребята. По дороге грибы собираю. Это уже точно последнее. 11 октября. Сегодня будет снег. Последние грибы. Как-то так.
Сейчас, ребята, лишь бы не утонуть. Потому что здесь он плавает просто. Жерди. Если я тут сяду, блин, то это будет хана. До первой как-нибудь поползем. Давай, с Богом. Болотина, блин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Без фанатизма. Все в порядке? Все в порядке. Фух. Отлично, братва. Ехаем. Вот это монстр. Вот это монстриво, блин. Шляпка огонь. Да. Я еще не собирал грибы, когда снег идет. Хрена себе, блин. Блин. Огонь. Ох, вот это ноги у них, блин. Гиганты просто. Гигантеллы, блин. Мощь. Мощь. Как-то так, друзья, не знаю, еще целый пакет грибов просто прошелся вот здесь. Ну, борик 100 на 100 метров. Полный, ребята, пакет грибов, боровики такие, кабаняры, блин. Ну, под корень все равно съедено. Ноги прям мясо. В общем, все, ребят, буду выезжать. В принципе, мне там, ну, там есть немножко там плохой дороги. А так все, в путь дорожку до дому. Вот такая рыбалочка получилась. В принципе неплохо. 40 минут 9 я уезжаю. Шикарно, ребят, шикарно отдохнул. В темноте. То, что нужно. Ну, это точно уже, ребят, последние грибы. 100%. В лес уже даже никто не ездит. Хотя вот зря. Можно еще и собрать. Прощаюсь с лесом, потому что в этом году я здесь уже не буду. В этой локации 100%. Ну а впереди, ребят, еще будут разведки, рыбалки по налиму. Так что увидимся на следующей рыбалочке, ребятки. Давайте. По-братски, поставьте лайк, напишите комментарий. В общем, давайте, на связи. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды.
И молчанием степей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды. И молчанием степей тихо плещет волна, пролетают снежинки. Светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и на лимне клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и на лимне клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей.